Фиксирует три вида нарушений. Это основное, на что он рассчитан: скоростной режим, выезд на встречную полосу движения и движение по полосе общественного транспорта или обочине. То есть, получается, заменяют гаишников, вместо ГАИ будут устанавливаться? Ну, по сути, да. Все-таки вместо ГАИ или совместно с ГАИ? Нет, ну почему? скажем так? ГАИ-то никуда не исключается, они Нет, они остаются на работают месте. как? То есть будет просто один инструктор ваш стоять, вернее, этот оператор, или будет пост ГАИ совместно с этой камерой? Нет, оператор выезжает, раскладывается и стоит сам. Получается, с завтрашнего дня уже штрафы будут идти? С завтрашнего дня, да, начинается боевой режим и выгрузка. Данные каждую минуту уходят в инфоком. Инфоком их обрабатывает и отдает центр обработки данных. Как нарушит водитель, это нарушение будет фиксироваться. Первый раз поступает она инфоком, данные. Вот отсюда с аппарата передается инфоком. После инфокома нам передается в центр мониторинга. Центр мониторинга обрабатывает эти данные. Потом через Кыргызпоштасы, через оператора Кыргызпоштасы доставляется владельцу транспортного средства. В течение 3 суток вы должны обработать. А он должен будет оплатить в течение Он должен в течение 30 дней оплатить штраф. Если не оплатят? Если не оплатит, она 3 года будет храниться, данное нарушение. В городе Бишкек пока 7 пунктов. Но в последующем будет увеличиваться.